Это уже легенда же уже. Сколько лет и По сути, капитан. Это уже легенда, живая легенда нашего клуба. Я поэтому и Боруссию выбрал, Боруссия, как она выступала в тот момент? потому что был реальный шанс попасть в Бундеслигу. На что потратил первую зарплату? Меня вызывали тренироваться с первой командой. Все там, Тер Штеген, молодец, там хлопают все. Я думал, блин, круто. Они 250 тысяч евро за меня Ничего запросили. себе. Сейчас для тебя что это играть за Дордой? Что это значит для себя? Где мы не вышли из группы. Это для меня очень обидно было. В этом году очень много чего можем добиться именно насчет этого коллектива. Человек бессменный, один из символов команды Дордой. Капитан. Капитан, капитан. Своей игрой доказать, что они не ошиблись. А первый матч в старте у тебя когда был? Ну, не может быть серьезно, что полевой игрок стоит на воротах. Это как-то тяжело. До конца не верилось, да, в это? Как минимум, не хуже нас. На ужин спускались, и у них тренировка идет. Мгм. И мы всегда дверь открываем зала и заглядываем. И так каждый день. Бақыт мен үшін ең чоң бақыт бұл балдарымның бақыты. Мен үшін бақыттылық бұл стабильность, да? Счастье – это когда рядом близкие, да, никто не болеет. Сендай кичинекей эле көңүлү кылып койсо эле аял заты сүйүнүп эметип калат да, кандай десем. Я думаю, в первую очередь женщинам нужно думать о себе. Любой бақыттылы болот болуш керек. Всем привет, друзья! Это Дурдой ТВ, и мы очень долго ждали. Да, у нас такие получились каникулы, но мы вернулись с очень громким выпуском, с очень крутым гостем. У нас сегодня в студии... Капитан. Капитан! Александр Мищенко, ну и Тенгиз Мусаев. Всем привет. Добрый вечер. Очень рад находиться здесь. Да, для нас большая честь. Ну, во-первых, поздравляем. 200 матчей. Вот сзади, собственно, футбол, который... 200 официальных матчей. Да, официальных. А еще сколько матчей товарищеских, сколько нервов, сколько тренировок, сколько всего. Господи, столько лет уже. Хотя, казалось бы, да, юнцом пришел. Я помню Саню молодым Я парнем. помню этот день. Помнишь, да? Я помню этот день. Это было летом. Мгм. Была пауза у нас в чемпионате. Сказали, вот там мальчик с Боруссии приехал, Мгм. Мюнхен-Гладбах. Ну, там, я ожидал, придет там какой-нибудь, наверное, там по 2 метра какой-нибудь там Мгм. такой, да? Смотрит, там мальчик такой худенький, скромненький, играет. И вот сейчас это капитан нашего клуба, Саша. Как дела? Все хорошо, спасибо. Как сказали, уже столько времени прошло. Сам не верится, если честно. Столько лет, 2017 года. Сейчас уже 2025, и это прям не чувствуется, как будто время просто так пролетело. И очень рад находиться здесь каждый день. Просто мне Кыргызстан, Бишкек стал как родной дом. Поэтому очень рад, что Мгм. здесь я продолжаю жить. Ну, мы когда затевали вот эту идею с подкастом, мы планировали звать легенд, да, хотели вот большие имена, а потом, когда у Санька такой, это уже легенда же уже, сколько лет и По сути, капитан. Это уже легенда, живая легенда нашего клуба. А олицетворение сейчас нынешнего Дорде это вот Александр Мищенко. Так что большое спасибо. Во-первых, сразу начнем с этого, за самоотдачу, мы это всегда видим. Я от имени болельщиков говорю. Столько лет, видно, насколько ты хочешь победить, и это просто, передается, да, через экраны, через целом поле. Так что спасибо большое. И давай начнем, наверное, с самого начала. Интересно очень, потому что о тебе, слышали, знают, видят столько лет уже, но хотелось бы узнать от тебя. Ты с Ивановки, да? Правильно. Ты ивановский парень. Расскажи свое детство, в какой ты семье ты родился, свое детство в Ивановке. А Ивановка это что? Если что, это село. Это маленькое село в Чуйской области. Да, правильно. Как уже сказали, я родился в Ивановке. В 97 году родился.
Детство я там не помню. Почему? Потому что мы уже в 99-м году переехали в Германию. С братом, с мамой и с папой переехали в Германию. И да, с детства я в Ивановке не помню. Могу только сказать, родители говорят, что я был очень шустрым. Тоже играл в футбол тогда уже, за мячом гнался. Детство в Германии очень хорошо помню. Это также продолжалось. У меня брат тоже любил футбол. До сих пор любит футбол, но на высоком уровне никогда, к сожалению, не играл. Но очень хорошим футболистом был. У меня было 4 годика, и я это видел, что он, да, играет в футбол, и всегда говорит: возьми меня с собой, возьми меня с собой. Я не знаю, хотел он меня брать с собой, не хотел, не знаю, но я думаю, там родители больше его заставили. Присмотри, да? Да, ну, что он будет дома сидеть один, возьми с собой. И так каждый раз ходил с ним на футбол. Потом папа увидел, что, что-то какой-то талант есть. Меня записал в первый клуб. Это клуб Иверсхайм назывался. Сейчас этот клуб уже нету его. В каком городе? Это недалеко от Кёльна. Это вот Иверсхайм, это тоже маленькое село. Мы там мы жили тоже с семьей. Вот это был мой первый клуб. А вы в Кёльне жили или рядом? Недалеко от Кёльна мы живем. Это минут 30. Ойскирхен называется город. Это был мой первый клуб. И я помню, я был там нападом. Забивал очень много, я помню. И тогда я не мог, не проигрывать не мог. Проиграли матч, домой приезжал, плакал. Вот так вот. Потом мне было лет 9 лет. Меня хотели в Ойскирхен, где вот сейчас родители живут. Это тогда Ойскирхен как трамплин. Клубы, как Кöln в Бундеслиге, Боруссия в Бундеслиге, Леверкузен, Байер в Бундеслиге. Это как трамплин был. И меня хотели на просмотр туда. Я не знал, потому что я привык с друзьями играть. Это 9 лет тебе 9, было? 9 лет мне было. Я привык с друзьями играть. Я сказал папе, не знаю. Я с друзьями поговорил, они сказали, нас не позвали. Я думал, их не позвали, значит, я тоже не пойду. Потом думал, и брат мне потом сказал, ты что, такая возможность, ты что, талант же у тебя есть, если не получится, ничего страшного нету. И поехал я на просмотр, я не знал, что 97-е вместе с 96-м мы играли. Даже 95-й кто-то там был. На год старше. Да, на 2 года, даже на 2 года. И я приехал, и там такие огромные все, я маленький, худой. Ничего, потренировался, 2 тренировки, потом мне очень хотели, чтобы я пошел туда. Там первая команда у них тогда играла в 5-й лиге. В 5-й лиге очень тоже хороший дивизион. Я подписал, там еще ничего не подписывал. Перешел туда. Туда перешел, и там я играл до 15 лет. Ты там, получается, жил? В Ойскирхене, да. Насколько это далеко от дома, где ты проживал? Тогда мы еще жили в Иверсхайме, это там, 15 минут. 15 минут на машине. В принципе, рядом. Рядом. Мне отец. Кант, короче, да? Да, там любой момент Бишкек, да. И все, мы до 15 лет я там играл. Да. Потом мы вышли с Ю-17, Ойскирхен, мы вышли в Бундеслигу, юношескую Ю-17. И этот был тот год, когда я для просмотра в Боруссию перешел. Пошел сначала 3 тренировки, потренировался, и уже в Боруссию после этого года, когда мы вышли в Бундеслигу, я уже подписал свой первый контракт. Какая зарплата была? Маленькая. Да, маленькая была зарплата. Небольшая была. Это просто, 16 лет, там уже первые деньги были. И вот, потом 16 лет я подписал на 4 года. Расскажи процесс. Все-таки Боруссия Мюнхенгладбах огромный клуб. И очень интересно послушать, как это происходит, как получилось. Сколько детей, грубо говоря, на одно место. Да, и это было Ю-17. Я говорю, мы уже вышли в Бундеслигу, и со мной еще 3 из нашего клуба. Я тогда еще опорником играл. Да. Еще один опорник и под нападающего играет. Он сейчас в Сингапуре, кстати, играет, в высшей лиге. Вот, и мы приехали на просмотр. Этого другого опорного, Йенс его звали. Его, к сожалению, не взяли. А отцы и меня взяли. Меня позвонили, я там сразу сказали, либо да, либо нет. Я приехал домой, через пару дней
Я-то в школе еще учился. Звонит телефон. Ну, родители сказали, звонит телефон, и из офиса главного звонят. Александр дома? Мама говорит, нет, в школе. И мама мне на телефон мой звонит. Я на занятиях, мама звонит. Я вышел, маме перезвонил, что случилось. Из Баруси звонили. Фу, мандра. Я думаю, что, да, нет. То есть нужно было здесь, сейчас принимать решение? Не сразу. Я домой приехал, они где-то после обеда перезвонили мне. Я уже сам разговаривал, сказал, что есть интерес. Ну, это же все равно надо пройти медосмотр, надо все, вот они смотрят, как ты учишься, на школу смотрят, в какой школе ты учишься. И все. Мы потом поехали с отцом в Мönchengladbach, с спортивным директором поговорили. Он, кстати, сейчас генеральный директор первой команды. Вот, он очень грамотный тоже. Мы поехали, поговорили, нам положили контракт. Я с папой пообщался и подписал свой первый контракт. Помнишь, разговор какой был там между отцом, директором? О чем говорили вообще тогда? Ну, они планировали, вот на 4 года. Это U17, U19 2 года и 1 год либо первая команда, Бундеслига команда, либо U23. Дубль. Дубль играет в 4-й лиге до сих пор. Тогда играли в 4-й лиге. Они говорили, вот, 1-й год, 2-й год, 3-й, 4-й, как со мной планируют, что они от меня ожидают, что я могу от них ожидать. Для меня это я никогда такой жизни не видел. Я приехал, мы тренируемся возле, вот первая команда тренируется. Для меня это что-то новое было, и мне хорошо было прям, есть такой у них, кто далеко живет от Мönchengladbach, их забирают. Например, вот я там где-то, где Кёльн живу, и другие тоже, где Кёльн живут, есть место, мы там собираемся, нас забирают, на тренировку везут, и после тренировки обратно туда привозят, и отец меня там оттуда забирает. А вот в тот год, вот, когда ты только перешел, Боруссия, как она выступала в тот момент в чемпионате Германии? Они ходили тогда. Тогда Боруссия был очень такой, у них был статус, что много кто из юношей U19, они очень много пробились в первую команду. Прям в Бундеслигу. Есть тоже 2-3, кто реально до сих пор не прям в Боруссии, но они играют в вышке, в Бундеслиге. Тогда я вот думал, это реальный шанс для меня. Я поэтому и Боруссию выбрал, потому что был реальный шанс попасть в Бундеслигу. А самая команда в чемпионате, я имею в виду там, ну, то есть... 5-6 место. То есть это выше середины, да, получается. Это пока. Потом, как я был, мы тоже играли Youth League, U19 Лига Чемпионов мы выступали. Мне вот про контракт интересно, если честно. Первый контракт. Сколько вообще получает? Ну, там немного. Мне там 16 лет. Там, смотря кто как договорится, это же все равно каждый год есть своя зарплата. Например, пересмотр, да? Да. Нет, там сразу стояло 4 года. Первый год такой. Ну, там, если я там супер бы сыграл бы, прям сразу с U17 вышку перешел бы, они, конечно, пересмотрели бы и там зарплату бы переделали. Могу сказать, первый мой контракт был 250 евро, это было 16 лет мне. Потом это был U17. Потом уже выше, уже потом уже посерьезнее стали. U19, когда мы играли отборочные, играли Лига Чемпионов юношеские, там уже зарплаты повыше были. На что потратил первую зарплату? Родителям отдал. Родителям отдал. Я на себя и до сих пор много на себя не трачу. Ну, что-то терял, тоже что-то тратил, наверное, в первые какие-то деньги, кроссовки, может быть. Ну, потому что все-таки это там ребенок, да, то есть... Да. Ну, я, честно говоря, много не тратил. Я копил много, потому что я учился тогда уже на права, а права в Германии очень дорогие, они сейчас стоят. Тогда стоили 1200 евро. Я копил. Контракт, да? Я копил эти деньги. И вот, чтобы себе права, чтобы обучиться на права. Расскажи про Боруссию, Мönchengladbach, про базу в целом, как она вообще стоит. Просто очень интересно послушать. Хорошо. Какое у тебя было впечатление на базе вообще? Очень хорошо. Там мы U17, даже U9, например, все переодеваются в одном коридоре. Вот, например, вот коридор.
юношеский, а здесь вышка. Сразу напротив вышка. И на стенах, вот как, например, футболка, все имена, кто из молодежки сыграли за первую команду, хотя 1 минуту вышли, кто в академии был. И это классно было, это мотивация была. Каждый день ты проходишь и видишь эти футболки и думаешь, блин, я хочу тоже, чтобы моя футболка здесь висела. Это очень было классно еще, что все рядом. Вот мы тренируемся здесь, вышка тренируется здесь, Ю-23 тренируется здесь, Ю-9, метров 100 все от нас, вместе? все рядом, все Не рядом. было такого, что там Не это было, там не было. отдельно? И ты прям вот, я с Тер Штегеном, когда я потом с ними начал тренироваться уже, а тогда я его видел, Тер Штеген был, Гранит Джака, я на них вот так смотрел. Я тогда, когда только первый, ё-моё, они же как звезды, реально звезды. И очень, очень стремился когда-то хотя бы с ними потренироваться, сыграть. И потом это, слава богу, и случилось, что меня вызывали тренироваться с первой команды. Ну, скажи про это вообще. Когда это было, через какое время? Как вообще вот тебе говорят там, завтра ты там тренируешься там с первой командой? Это было хорошо. Мы сыграли матч Ю-19, с кем уже не знаю, приехали домой, и понедельник у нас всегда была тренировка с Ю-23, там кто-то, молодежки, кто хорошо себя показывает, с Ю-19 хорошо тоже, и с вышкой вместе. И все, и я приезжаю домой, мне тренер мой звонит, Ариф Анленд. Тренер дубля, да? Не-не, Ю-19. Ю-19. Ариф Анленд, он сам раньше легенда Боруссии был, напад. И звонит, как дела? Все хорошо, все нормально. Он говорит, завтра ты тренируешься, просто завтра ты с вышкой тренируешься. Как? Все. На следующий день я приехал. 13:00. Приехал на базу, уже к ним раздевалку зашел. Не Ю-19 раздевалку, а к ним огромная. Я их только видел на телевизоре, какая там раздевалка, все. Сошел, здравствуйте. Тер Штеген, привет какой, нифига себе. Потом мы вышли на тренировку, квадрат начали играть. Меня между сразу проверили. Сразу. Патрик Герман, он закончил карьеру сейчас, но легенда тоже Боруссия. И я думал, первую тренировку я провалил. Там Люсин Фавре тренер был, я очень расстроен был. Домой ехал, думаю, все это походу. Потом меня все равно через 2 дня обратно позвали на тренировку. И был правозащитник Тони Яншке тогда еще. Говорит, не расстраивайся, все нормально, все хорошо. Вот он прям как для меня всегда поддерживал. Смотрел на Гранит Джаку, там я опорного играл, все быстрее у них там, время думать мало. Смотрю на Джаку и как-то стараюсь, как он, раз-два, мало касания. И это такая скорость, и я начал привыкать к этому. И я понял, что в футболе, вот тогда я уже понял, что в футболе нет мелочей вообще. Я помню, идет тренировка, что-то пас во фланг, я зону бросаю и в подкат иду, с правой ногой. Все там, Тер Штеген, молодец, там хлопаются. Я думал, блин, круто. И Фавре свисток свистит. И начинает меня ругать. Я думаю, что я сделал не так? А он мне объясняет, что он подает слева, а я с правой ногой в подкат иду, она дальняя нога. Если он меня подбросит, все, без шансов. Это пенальти, или это желтая, это красная карта. А с левой ногой, это ближняя нога, я быстрее могу успевать. Я тогда уже понял, блин, настолько футбол, что... Такая маленькая мелочь. Такая мелочь, да. Тогда уже я понял, что эти люди прям реально так прям понимают эту игру. Ну, это прям... Я тогда понял, что да, нету мелочей в футболе вообще. Вот какие ключевые все-таки навыки приобрел вообще в Боруссии? Именно там, сейчас, которые применяешь, что? Ну, сейчас тяжело сказать, почему. Потому что я там опорного играл. Я как в Дордой перешел, я полгода только опорного играл. А потом меня с правозащиты начали уже ставить. И поэтому... Ну, у меня до сих пор эта привычка, что стараюсь мало касания делать. Увидел, отдал. И поэтому, я думаю, остальное, тяжело. Сейчас меньше с мячом встречаешься. Как... Мне самому интересно, как проходил твой переход с позиции центрального полузащитника на правого защитника, да, потому что это, разные позиции, да? Очень. То есть это там не слева
в защите сыграть, а потом поставить направо тебя, да? Это... Да, даже не помню, не то, что не помню, не знаю почему. У нас и была заключительная игра против Карабалты в 2017 году. Получилось так, что были дисквалификации, были травмы, и меня Сергеевич Крестин, Александр Крестин, перед игрой позвал в раздевалку к ним и спросил: ты можешь справа играть? А я думал, напада. Я сказал, никогда не пробовал. Попробуй, сказал, все. Состав читает, а я справа в защите. Я вообще никогда эту позицию не играл. Но я дал голевую и забил гол. И после этого все. Я всегда начал на этой позиции играть. Сейчас вот вернемся назад в Боруссию. Вот интересно, вот из тех вот ребят, с которыми ты играл, а с кем поддерживаешь связь вообще сейчас есть до сих пор? Прям кто заиграл в Бундеслиге, нету таких. Нет таких, да? Поддерживаю связи, кто там в 3-й лиге играет, в 4-й лиге играет. Тоже очень хороший уровень, кстати. С ними поддерживаю связь, разговариваем, делимся. А кто прям в Бундеслиге прям заиграл, ни с кем. Нет, да? А ты Штейн, ты можешь написать ему, ответить? Нет такого? Нет, да? Даже уже не знает уже. Да, который не помнит, наверное, да? Вряд ли. А есть фотка? Ничего нет. Совместно даже фотки нет? Даже не можем доказать, да, то, что ты играл? Я там тренировался, это были даже без болельщиков, чисто вот закрытые тренировки. Закрытые тренировки были. Они там наигрывали. И я больше всего играл там за второй состав. Окей. Момент перехода в Дордо, вот интересно, как это все происходило? Может, расскажешь? Может, ты, инспектор, тоже можешь помнить этот момент? Если честно, я не помню. Нет, я в этом процессе никак не участвовал, не знаю. Ну, как я сказал уже, вот как он первый день появился на тренировке, это вот на Дордо мы тренировались летом. И очень жарко было. Да, очень жарко было. Пришел посмотреть, мальчик такой, маленький, худенький, тренируется, он показывает на него пальцем, говорит, вот он из Боруссии Мönchengladbach. А как именно вот этот там процесс переговоров и так далее проходил, я не знаю, но это, наверное, там с помощью Мирона. Правильно. Мирона Гойхмана. Ну, у меня была тяжелая травма на колене. Мне уже сказали, что у меня полгода контракт с Боруссией был. Мне сказали уже, что с тобой не будем продлевать контракт. Честно? Уже полгода. Ну, я уже понял для меня, что надо что-то другое искать. Я поехал сначала в Белоруссию, Динамо Брест. Был там 2 недели. Мне сказали, все, мы тебя берем. Отправляю там вопрос в Боруссию. Боруссия, еще я контракт еще в Боруссии был. Они 250 тысяч евро за меня запросили. Мне сказали, извини, 18 лет, такие деньги мы не будем платить. Я, что делать? И тогда уже был этот вопрос, сделать мне гражданство Кыргызстана. На меня вышел Мирон, он до сих пор тоже работает с футболистами здесь. Это агент, да? Я понимаю? Ну, это как агент, да. Он полуагент, да, Всех вот ребят из Германии, то есть они все через него. Через него там Майер, Люкс, Бенхард, Кай Кими. И он сказал, есть такой вариант перейти в Дордой. А я-то не знал, кто там Дордой, кто тренер, и через... Ну, слышал про Дордой, да? Конечно. Я тогда в 2016 году, когда прилетал сюда, конечно, там пацаны говорили, кто где играет, слышал, конечно. Потом Сергеевич Крестин принял, как я начал этот вопрос, месяц прошел, и Крестин принял пост главного тренера. Да, это июнь 2017 года. Да. Уже Сергеевич мне сам позвонил, сказал, есть такой вариант, здесь поиграть, ты здесь проживешь какое-то время и получишь гражданство. Там все, я даже не знал так быстро, сколько долго надо прожить, я далеко от дома, еще русский язык, вообще же катастрофа. Не было, да? Первое время Саше тяжело было с русским языком. Я понимал, разговаривал, но это было очень тяжело. Культура другая. Я подумал и с братом посоветовался, с родным братом старшим. И он мне сказал, если у тебя есть мечта, что ты ждешь?
все, типа, пробуй. Если тебе не понравится или не получится, ты сюда можешь еще вернуться. А были мысли? Вот честно. Вот, Были да. мысли, конечно. Ну, не то, что были мысли, не то, что мне не понравится, я просто боялся больше всего, что далеко от родителей. Я очень связь и до сих пор держу очень близко к родителям. Я тогда никогда не мог там с мамой там расставаться там на неделю, вот так вот. Я вот там очень скучал по маме, и бывало, что и плакал. И тогда я думал, блин, ну что, попробуй, не получится, не получится. И все, я приехал сюда с отцом вместе, и вот так стартовала моя карьера в Дордое. Ни о чем не жалею, сразу говорю, ни о чем не жалею. Просто благодарен. А первое время как проходило в Казахстане? Вообще вот эти ощущения какие были? Новая среда. Вроде как родина, ну как бы другая страна, как будто бы уже, да? Адаптация как проходила? Было тяжело очень. Почему? Потому что, еще раз повторяюсь, язык. Я понимал, но разговаривал очень плохо. Я помню, ты English мне написал. Я через переводчика там... А на русском написал, да? На русском, конечно. Я через переводчика там начал переводить. Первое интервью свое тоже помню. Мы смотрим меня иногда. Да, там в Ютубе есть. Мы смотрим иногда, смеемся. Было тяжело, вот именно барьер был именно с русским языком. А как в команде? То есть, как в команде вот там Ислам Шамшиев, да, Курсан Ширатов, то есть там дедовщина какая-то там была, не была, как вообще атмосфера в раздевалке была? Как? Приняли очень хорошо, шутили очень много. Можно сказать, кто самый больше шутил? Это конечно. Козубаев. Большой привет передаю. Козубаев и Егор Потапов. Егор Потапов. Потапчик. Потапчик. Все вспомнили. Да, большое ему огромное спасибо. Он меня очень... Потапов, Алишер Азизов. Они очень мне помогали, показывали, где что можно вкусно покушать. Потому что в тот момент Егор Потапов и Алишер Азизов, они уже полгода поиграли. Да, Дордой. Очень много показывали мне. И насчет них я и русский язык подтягивал, потому что каждый день с ними общение, с командой очень много, общения, и это практика каждый день. И я вот очень быстро, не очень быстро, но я уже начал постепенно лучше разговаривать. А вот в плане психологии как тебе было? То есть там была Боруссия Мюнхен-Гладбах, это Европа, шансы Бундеслиги, и вот ты в Кыргызстане, да, вот в базе Дордое, и вот какие у тебя были мысли, не было ли какой-то депрессии, что вообще происходило в душе? Депрессии не было. Даже тогда, когда там писали, там, например, когда я перешел в Дордой, там писали там очень, с Боруссии, там сейчас в Дордой, там. Нет, депрессии не было. Я это принял как новый вызов. Это другая страна, хотя я здесь родился, но я эту страну до этого очень мало Кыргызстана знал. Это культура новая, это новое знакомство с людьми, это новый футбол, это шанс играть за сборную. Для меня это всегда, повторяю, это очень просто гордость играть за сборную. Это шанс играть в Кубок АФК с Дордоем. Тогда мы еще, я помню, в 2017 году мы Кубок выиграли, мы вышли в квалификацию. Это я и принял это как вызов новый. На самом деле это очень так сложно, сложное решение, потому что ты, получается, выходишь из своей зоны комфорта. Да. Твоя семья, там, все рядом, да, все, что знаешь, ты, получается, вообще в другую культуру едешь, да? И, сколько тебе, 20 лет было? 19. 19, то есть 19 лет, тем не менее, это очень тяжело дается, да? И не каждый, на самом деле, это может вот именно бросить свою зону комфорта и попробовать что-то вот такое новое. Казалось, что это какой-то для тебя этап, для нас все, да, вот у нас бывает, да, в Дордое там приходят, уходят такие ребята перспективные. Казалось, тоже, Мищенко поиграет, там год, может быть, там полгода и уйдет. Перерос там уровень Кыргызстана, и все хотят там видеть его. А нет, ты остался здесь в команде до конца, верен. 200 матчей. Вот сейчас для тебя что это играть за Дордой? Что это значит для себя? Это для меня, это мой родной клуб. Были, не скрываю, были варианты, были и мысли. Года 2-3 назад, 4 тоже. Были варианты
подумал, но я понял, что Дордой, я очень так благодарен этому клубу, руководству, все тренера, партнеры по команде, так реально благодарен, что я понимаю, если я как-то сейчас уйду, я как-то предам этот клуб, наверное, так скажем так. Поэтому для меня это просто огромная честь играть за клуб, которым я провел почти всю свою профессиональную карьеру. Почти всю свою профессиональную карьеру, да. Ну, ты прошел через огонь и воду, то есть с Дордоем, да, это такой очень большой этап, огромнейший, там, да, 10 лет, там, это действительно... Взлеты и падения? Взлеты и падения были, да, вот для тебя самый такой турнир, либо, может быть, чемпионат, который был, сезон, какой, который больше запомнился? 17-й год, когда я первый свой профессиональный трофей выиграл, наверное, это кубок. Мы выиграли против Алая, Валера Кашуба тогда потащил пенальти, я тоже пенальти бил и забил, я помню. Это для меня был такой момент, у мурашки что-то появились. Я тоже, кстати, вспомнил прям. Вот, и это мой первый профессиональный трофей был, прям, я помню, как я переживал там, и для меня это всегда остается прям номер один, думает назад, и сразу мне это вспоминается, что кубок, свой первый профессиональный трофей. Да, были потом 4 года подряд. Мы стали чемпионом. Доминация. Да. Скажем, у нас были игроки очень хорошие. И насчет этих, я думаю, мы выигрывали 4 года подряд этот чемпионат. Потом у нас спад пошел. Но это бывает. Почему? Потому что, игроки поменялись, тренер поменялся. Это нормальный процесс. Это нормально, это процесс. Где-то. Да. Поэтому сейчас боремся за чемпионство, за кубок. Есть матч, который больше всего запомнился в футболке Дордоя? Так, есть много, если честно. Мой первый матч с Карабалтой. Сразу мы 2-0 выиграли. 120 минут отыграли, это был кубок. Я помню, я столько не играл. И потом сразу 120 минут, жарко. Я на стадионе Дордой так устал. Это сразу. Как Карабалта тогда очень такой сильный, жесткий бой дала, да? Мой первый гол за Дордой в Нефчи, в Кочкарате. Мы выиграли 1-0. Тогда там тоже, не помню, какой месяц был, но тоже очень жарко было. Мой первый гол за Дордой. Июле было, да? Жарко было очень, мой первый гол за Дордой. Это тоже такой матч никогда в жизни. Как забил, кстати? Сдалека. Все, недавно же попубликовали. Сдалека. Да. Глаза закрыл. Крутейший гол просто. Вот так бил, да? Я помню. Вот эти две прям. А так, это все, где мы стали чемпионами, это приятное воспоминание, но для меня это именно эти мой первый матч, когда я забил гол, еще победный. Это у меня остается всегда. А самый такой обидный матч для тебя какой был? Помнишь такой? Кроме матча с Эльбирсом, который недавно был, что-то еще есть? Самый обидный матч. Не в АФК это было? В АФК у нас тяжело было прям. Мы в 19 году боролись, выйти из группы. Были... Кубка нет? В 19-м. Я не играл еще, у меня же гипс был. В 19-м. Гипс был у меня, я в Бишкеке остался. Самый обидный матч, я думаю, в АФК, когда мы дома в 22-м году играли. Против туркменская команда была. Капидак и Худжанда. Где мы не вышли из группы. Это для меня очень обидно было. Потому что столько людей на Спартаке собралось, и мы вроде играли хорошо, но не вышли из группы. Это прям для меня было прям тяжело переварить это. И очень тяжело было. И, скажем так, эти 2 домашние игры, где мы не вышли из группы. Капидагу с 10. Да. Они красную карточку получили, весь матч почти 11 человек играли. И забили еще в первом тайме. Они забили и отпинались. Ужас. Саня, интересно, много поколений поменялось при тебе даже, да? Там старшее поколение было, потом среднее, нынешнее. Какой коллектив был тогда, сейчас внутренняя атмосфера? Можешь описать Тогда коллектив именно держали старшики. Курсан Шаратов, Валера Кашуба, Tego. Очень смешно. Ислам Шамшир говорил уже.
Даже Тамерлан Кузубаев. Мгм. Очень держали так коллектив. И у нас очень был дружный коллектив на поле. Мгм. Сейчас меняется коллектив, Да. менялись Поколение. поколение, поменялось. Ну, сейчас мы как-то все друг друга помогаем. Мгм. Нет именно такого, что он говорит, все, я так сказал, мы так делаем. Мы именно вот как сейчас Дордой, сейчас такое в команде очень такое расслабленное, как называется? Атмосфера? Атмосфера, да. Все друг друга можно на кого-то пошутить. Мгм, Это мгм. никто там всерьез не принимает. Я знаю, раньше вы так на старшего кого-то пошутили бы. Опасно. Пойдем выйдем, да? Да, было бы опасно. А сейчас нет. Поэтому мы очень к каждому дружно относимся. И я думаю, это и видно на Мгм. футбольном поле, что поддерживаем друг друга. Поэтому я думаю, что мы в этом году очень много чего можем добиться именно насчет этого коллектива. Вопрос здесь был от фанатов, да, и тут спрашивают, ну, вот недавно вот появилась рубрика, да, «За кадром» в Дордой, и там постоянно в конце матча, после побед, поете «Миллион алых роз». Откуда эта традиция появилась вообще вот именно с этой песни? Кто вообще начал это все? Это нашего уважаемого доктора М. Сергей Миронович. У него на фоне, и когда ему звонят, и у него эта песня, любимая его песня, не всегда это... На рингтоне стоит, да? Да, на рингтоне. И у нас как-то стала традиция, что после победы, чтобы и Миронич хорошее настроение был, он все команды поем его любимую песню. И вот мы после каждой победы с Мироничем именно всей команды поем эту песню. Чтобы люди понимали, кто Мгм. такой Сергей Миронович. Сергей Миронович — это доктор футбольного клуба «Дордой» с 2004 года. То есть уже 21 год. Это человек бессменный, один из символов команды «Дордой». Обалдеть, 21 год в одной команде. Вот Да. это верность, да? Да. Так, а еще один вопрос. Как вы, ну, вот именно вопрос к тебе получится. Как вы поднимаете мораль команды после поражений в качестве капитана? И какие вот приемы разговора есть? Как вообще работаешь с молодняком вообще и с командой? Ну, скажем так, после поражения, я думаю, нету там смысла там ругаться или Мгм, там. мгм. Почему? Потому что уже матч закончился, уже ничего не изменим. Можно пару моментов обсудить, ошибки обсудить. Именно, я думаю, в перерыве есть время для команды, для тренерского штаба, чтобы решить эту проблему. Почему это не получается, почему мы, например, проигрываем. Мгм. А именно после игры тяжело. Почему? Потому что устали, все устали. 90 минут играть это тяжело. Уже разбираем эту игру на теориях. Думаю, на теориях мы ее разбираем, и уже тогда уже свежей головой все на это смотрим, на ошибки. Я Мгм. думаю, нету смысла там ругаться после игры. Что-то вот так вот, наоборот, просто поддерживать, сказать, как сейчас с Вильбирсом было. После игры зашел всем, Да. встал руку, поблагодарил за игру всем. Нету смысла ругаться. Потому что еще столько много игр, и еще, Потому что ты на эмоциях, да. твой партнер по команде на эмоциях, да? И бывает иногда, может быть, там где-то что-то лишнее скажешь, Мгм. а это, обида может сложиться, да, отложится где-нибудь, да? И проигрывает Поэтому- человек, проигрывает команда. Мгм. Поэтому, да, кто-то лучше сыграл, кто-то хуже. Это нормально. Это именно вот командная игра. Здесь вот тему капитанства затронули. Мгм. У меня вопрос, потому что этот сезон ты на правах полноценного капитана, скажем так. То есть в прошлом году ты был там вице-капитаном, был Мгм. Нуралим. Да. Там в 23-м году там был Ислам Шамшиев, капитан, да? То есть, а именно этот сезон ты начинаешь как полноценный капитан. Что это такое? В чем разница? Большая честь быть капитаном этого клуба. А если вспомнить, кто был капитаном в этом клубе, это легенда клуба, это Сыдыков, это Самсалиев, Байматов, Мурзаев. Столько им прям футболисты, кто прям реально что-то добились с этим клубом, и стоять с ними, сейчас как мое имя с ними стоит, что я капитан этого клуба, это благодарность. Огромное еще раз спасибо штабу, команде, футболистам, что все меня там с этим поддерживают. Именно что выбрали меня как капитана. Это
придает сил или наоборот это где-то там Давид, груз да? ответственности, да? Что вот больше так? Не, я пытаюсь, наоборот, своей игрой доказать, что они не ошиблись, что у Мгм. меня повязка на руке, да. Я пытаюсь игрой доказать, меньше там словами или, не знаю, там, это не мое, что там разговаривать много или что-то мотивировать, да, могу, но сам что-то много разговаривать там, нет. Это для меня дает это силу, да. Пытаюсь это доказывать игрой. Поэтому и всегда выкладываюсь на 100% на тренировках и на игре. Мгм. Уже другая тема, давайте перейдем. Дурдой, один этап. Есть еще другая глава твоей жизни, это сборная Кыргызстана. Для большинства зрителей нашей аудитории, ты как национальной сборной знаком, да? Расскажи о том, до этого, получается, у тебя гражданство получил в 2019 году, Мгм. да, вот как ты это воспринял, гражданство Кыргызской республики, ты к этому шел, я знаю, ты это хотел. Расскажи именно про этот момент. Мы подали на гражданство, и я помню, я еще думал, что я успею на Кубок Азии Да, в там 19 чуть-чуть не году, успели, да. Я полетел домой к родителям в отпуск, и мне позвонили, сказали, прилетай пораньше, Мгм. мы тебе успели сделать гражданство, Ох. ты будешь на сборы полетишь на Кубок Азии. Я полетаю, а у нас было награждение еще, я помню, в Дурдой Плазе, Да. чемпионство. А мне Кутман еще, Кадырбеков, Мгм. позвонил, говорит, ты экипировку что, забрал? Я помню, нет, не забрал, какую экипировку. Я думаю, там на федерацию поеду и заберу. И приезжаю в Плазу, и мне Сергей сказал, что там не успели, оказывается. И они после награждения полетели Сразу на почти, сборы да. в Катар, на подготовку в Кубке Азии, на Кубок Азии. Я очень расстроен был, потому что я прям так мечтал Мгм. играть за сборную, именно за сборную, где я родился. Я Мгм. это прям ждал. Но потом... Тут еще большой турнир, да? Большой сразу? турнир сразу. Первый в истории. Да, такой, Да. попасть на такой турнир, вау. Но потом чуть расстроился. Я даже домой не полетел Мгм. обратно, я здесь тренировался. И потом турнир начинается, и 2 дня или 3 дня до начала турнира я получаю гражданство. Ох. Вот. Уже все, заявка закрылась. Ничего страшного. Потом получил гражданство, очень рад был. Очень рад был, когда вот держал этот паспорт на руке. Это прям горд, Мгм. что играю за сборную. Тогда мы Ю-23 мы полетели на первый отборочный турнир. Мотивация была огромная у меня выйти сразу на Кубок Азии Ю-23. У вас сильная сборная тогда была? Да. Хорошая у нас сборная была, но Поколение сильное. да. поколение сильно было, но не были, так скажем, сборы очень тяжелые были условия. Но потом, я помню свой дебют против Палестины. Мы сыграли 2-2, я вышел на замену. В июне это было же, да? В июне было Мгм. это. Это прям было Ты также справа в защите, да, вышел? слева. Слева. Слева вышел. Расскажи про это, как это вообще ощущение, по ощущениям за сборную, дебют. Это прям Помнишь? очень... Я разминался. Я Бигджана тогда еще поменял, я помню, Саганбаева. И меня потом Кудренко Николаевич был помощником. Он сказал, давай там спринты я подделал и с дебютом. Я не в курсе, что я еще здесь стою. И меня там зовут уже, идем. Прибежал там, быстро переоделся. Вот честно, я очень волновался, Мгм. потому что, это была первая игра, домашняя первая игра после Кубка Азии. И стадион очень полный был. Да. Жаль, мы 2-2 сыграли. Хотелось бы, конечно, выиграть. Но это для меня, я там 4 минут или 5 минут сыграл. Это для меня была такая гордость просто. Я вот с родителем в этот момент потом сразу домой приехал, в отель приехал, родителям позвонил, мама заплакала прям, потому что, это сын играет за сборную, где мы жили, где родились. Мгм. Это прям такая, и для меня такая гордость была. Мгм. Никогда в жизни не забуду этот момент. А первый матч в старте у тебя когда был? С Монголией мы в 2020 году, нет, Что, давай следующий вопрос. в 2020 году. Это с Монголией в Японии или в Да, в Монголии? Японии. Все, я же говорю, давай следующий вопрос. Это тот самый, когда... Тот самый, Господи. там, кто, Айзар или Эрнест? Сначала Айзар, потом Эрнест. такой дебют в старте, как тебе вообще было тогда?
ну, очень такой необычный. Это как будто не... Мы же отбор еще на чемпионат мира это было. Ну, вообще не чувствовалось. Как будто мы просто так вышли, понимаете. Ну, там Айзар там что-то подсказывает. Эрнис там что-то подсказывает вторую игру. Не знаю, там третий матч против Японии, когда Матяш прилетел, тогда уже чувствовалось, да, что там уже очень такое. А первый и второй матч, это как будто, ну, не может быть серьезно, что полевой игрок стоит на воротах. Это как-то, ну, тяжело. До конца не верилось, да, в это? Вообще И защитнику, мне кажется, психологически тяжело, да? Тяжело Когда у тебя очень. сзади стоит нападающий на воротах. Очень тяжело. Ты знаешь, там... Хотя и как Айзар, и Эрнис, они еще пару сейфов сделали. Да. Поэтому, ну, тяжело было. А сейчас вот сборная Кыргызстана, какое вот твое место вот в жизни, в сердце занимает выступление на национальную сборную? Это, еще раз повторяю, это гордость. Угу. Я уже сколько? Гимн, кстати говоря, как ты выучил? Я на Ютубе набил Ага. и его дома учил. Было так приятно, когда видели первый раз такой Мищенко, есть такой гимн, такой, ну, сразу такое уважение появляется. Такое. Я дома учил гимн. Вот. Для меня это гордость, это для меня играть в той стране, где я родился, это, ну, прям словами не передать. Это просто гордость. Угу. А вот в сборной есть игрок, с которым вот больше всего есть взаимосвязи, взаимопонимания? С кем все это время? С Эрболом Атабаевым, я думаю, мы очень близко дружим. И на поле это тоже мы друг друга очень хорошо понимаем. С ним у нас очень хорошая такая связь появилась. Вы же вместе и живете, правильно? Да, и вместе в комнате мы в сборной живем. 20 лет всегда вместе. Да. А вот сейчас вот интересно, потому что такой бум уже в нашем футболе, да? Все развивается, все строится. Вот сейчас вот новая команда еще одна, да? То есть смена поколений. Вот какая вот главная черта отличительная вот именно этой сборной? Как ты думаешь? Вот нынешней команды нашей. Именно главная черта это как понять? Что именно Отличает, особенного да. именно это поколение, эту сборную там от тех, что были ранее, там других? Ну тогда, выступлениях? сейчас, скажем так, молодые вот выросли. Вот, это молодые, я имею в виду, ну, Шукуров, кто был молодой, Алыкулов, я молодой был, все вот это когда мы 22-й год играли отборочный, мы же там реально еще очень молодые были. А сейчас у сейчас вас на плечах это нагрузка? А сейчас, да, у нас это, как вы сказали, сейчас уже на плечах, это нагрузка на нас уже висит. Это, я думаю, это просто, что мы все почти как друзья, мы хорошо друг к другу относимся, мы очень друг к другу близко, скажем так. Поэтому это, я думаю, видно на футбольном поле. Да. Мы друг друга понимаем, поддерживаем. И я думаю, даже сейчас вот растет молодежь, для них все условия есть, строятся базы, стадионы и новые клубы. Все делается. Все делается для молодежи, и я думаю, они тоже сейчас вырастут и будут как минимум не хуже нас. А вот сейчас интересно по Дордою, вот, назови тройку игроков, с которым вот ты вот больше всего взаимосвязи было, с кем было комфортнее играть, за всю вот именно карьеру твою в Дордое. Первый я хочу, думаю, Валеру Кашубу отметить. Знали, когда он сзади стоит, что он прям подтащит, где-то, может, и напихает, накричит, но мы знали, что там можно, даже если удары поворота идут, или там я ошибусь, что есть кто там сзади меня есть, кто спасет меня. Потом Кайрата Джилбекулу хочу отметить. Я с ним играл на одном фланге. На одном фланге. У нас очень хорошая связь тоже появилась. Я знал, что я просто ему за спину давал, и он бежал. У нас это как уже фишка стала. Много его не знает. Я думаю, Артур Валикаев. Да, конечно. Артур Валикаев, он полгода у нас играл. 19-й сезон, полгода. Полгода играл. Очень хороший футболист, опорник был. За Спартак играл. За Спартак. Да. С Дзюбой даже вместе вроде. Да. С Дзюбой вместе они играли. Он опорником был. Любой там под давлением ему пас даешь, всегда выход находил. У него просто Алекс был в конкурентах за место в составе бразилец. Поэтому ему тяжело было заиграть. Молодец. Вот, и он прям в любой ситуации находил выходы. Прям, вот я думаю, вот эти трое. Кашуба,
Жылбекулу и Валикаев. Валикаев. А вот назови по соперникам, кто был самым сложным оппонентом в атаке, вот с кем ты вот играл, вот именно в чемпионате Кыргызстана. Есть такие? Кайрат. Забарс, кто сейчас? Кайрат. Помнишь, да, спринты, когда они Да. Там максимальную скорость, кстати, на датчике набил. Да, это вообще Кайрат, битва была. Да, Кайрат. Надо подумать прям. Ну, можно одного, в принципе, Кайрат хватит. Самый сложный это Кайрат, да? Кайрат. Ну, наверное, любому Да. против Кайрата играть. Да. Только в нашем чемпионате, да и вообще, наверное. Да. В общем, я думаю, что Кайрат, он вообще, как сказал Тенгельбес, Кайрат сейчас, то, что в Кыргызстане он и сборную показывает, что он там сборную, там, в Иране, я помню, первый матч мы когда 1-0 попали, проиграли, у них там и иранцы, их там спокойно с ними разбирался. Очень, очень хороший футболист. А вот на международных матчах за сборную, кто был самым сложным оппонентом? Минамино. Что его отличало вообще от других? Просто играл. Вроде в него пас получаешь, в него бегу, он просто в касание, чик-чик. Вроде успеваешь, и он уже все. А я помню, матч начинается, мы в Японии проиграли, я его один раз прочитал, и один раз корпусом, я думаю, что, ё-моё, Ливерпуль играет, сейчас 90 минут буду отдыхать. А потом начало меня возить, да? Все возить. Очень тяжело было. Это когда здесь на Спартаке играли, да? Нет, или там в Японии? На выезде. На Спартаке мы 2-0 здесь проиграли, там. Прикольно. Еще один момент, тоже очень важная часть твоей жизни, возможно, сейчас самое главное, да, я хотел поговорить про твою семью, да, Саня женат, ждет дочь совсем скоро, вот на днях уже, я знаю, что это пару дней осталось, возможно, когда выпуск выйдет, он уже будет отцом, дай бог. Да, расскажи, вы же дордоевская семья, жена играла за Дордой, да, за волейбольный клуб, ты за команду футбольную, как познакомились вообще, как это произошло, очень интересно. Татьяна вот тут сидит, если что, у нас рядом в студии, все время рядом. Она играла в волейбол за Дордой, я жил на базе Дордой, и у них проходили всегда тренировки после наших тренировок. Я заходил в комнату после тренировки, и на ужин спускались, и у них тренировка идет. И мы всегда дверь открываем зала и заглядываем. И заглядывали. И так каждый день. И сразу заметил ее, написал. Год почти прошел. Обратно что-то начали. В коннект у нас какой-то пошел. Мы встретились, поговорили, пару раз погуляли. И вот так вот мы познакомились через Дордой. Прикольно. Сколько лет вы уже вместе? 4. 4 года, да? Классно. Уже сейчас как семья, я знаю, что она постоянно вот на матчах, сейчас уже тяжелее чуть стало, но все время на матче. Насколько важна ее поддержка все-таки сейчас? Я очень благодарен ей, почему? Потому что она как сама спортсменка, она понимает меня, знает, когда меня лучше после поражения оставить в покое, а когда там, наоборот, словами помочь. Она это сама испытывала. И я ей очень благодарен за ту поддержку. Она прям... Я знаю, я даже после поражения домой приезжаю. Сейчас она тем более беременна. Я забываю о бедре. Как бы тяжело не было. Я уже, у меня другой фокус сразу. Все, я сейчас дома, я домашний. Я сейчас как муж должен помогать ей. На трибунах, да, конечно, это дает особенно мотивацию. Потому что, если жена на тебя смотрит, конечно, хочется хорошо сыграть. Очень большую роль она в моей жизни играет. Круто. Надеемся, все будет хорошо. Ждем пополнения в семействе. Давай у нас концовка уже. Блиц-вопросы. Несколько, да? Да, окей. Кто первый кумир у тебя в футболе? Рой Макай. Ух ты же, очень необычно. Почему? Да, я знаю. Очень, очень круто. Очень круто. Окей. Бавария или Боруссия? Бавария. Окей. Никто сильнее, а кто больше сердцу близок? Бавария, окей. Месси или Роналду? Роналду. Самый любимый кыргызский футболист? Я себя не могу взять, значит, Эрбол Атабаев. Окей. Топ-3 кыргызских футболистов, с которыми ты играл? Эрбол Атабаев, Кайрат Жылбекулу
и Валерий Кичин. А самый смешной вообще футболист, с которым ты играл? С кем было там? Тего. Веселее. Тего. Really, да? Да. А лучший защитник в мире сейчас прям? Йонатан Та. В Англии играет да-да-да. центральный защитник. Что Джонатан говорю, поэтому не сразу уловил. Йонатан. Окей, если бы не футбол, то кем бы ты был? Не знаю. Честно, не знаю. Нет, да? У меня был только футбол. Все на одну карту. Угу. Любимое блюдо? Манты стали. Думаю, сейчас Тони Кросс скажу. Что? Манты. Окей. А назови 3 футболистов, которых бы позвал на обед. Вот из прошлого, настоящего. Да? Кыргызских. Нет, в мировых. Рома Кай. Ага. Криштиану Роналдо. И Оливер Кан. Я думал, ты скажешь Швайнштайгер. Не. Потому что 31-й из-за Швайнштайгера же, Да. мировой номер. Угу. Прям Рой Макай, потому что мой кумир. Криштиану, потому что он легенда. А Оливер Кан, потому что, хотелось бы посмотреть, он же прям, такой вратарь. Угу. Какой в жизни, да? Да, какой в жизни вообще хотелось бы посмотреть. Круто. Оливер Кан. А давай символическую сборную, мы это часто делаем, игроков Дордое. Да, но не надо 11, давай по позициям вратарь, защитник, полузащитник и нападающий. Вратарь Валера Кашуба. Угу. Центральные защитники Тего и... Можно одного. Не, можно одного. Тего. Угу. Крайние защитники я бы взял. Курсан Шаратов. Так, Ислам Шамшиев. Опорной зоне. По краям. Мурзаев. Да, Мурзаев все равно это... Мирлан Мурзаев. Кайрат Джалабекулу. И впереди я бы... Скажем, наверное, Батыркан. Маэстро. Не, Батыркан еще. Рано, да? Рано. Хотя уже 50 голов. 50 голов. Дэвид Тете, я думаю. Он это прям... Сколько он голов забил? Очень много, да? Он 3-й бомбардир в истории Дордоя, по-моему, 127. Обалдеть. Дэвид Тете. Саня, давай, если что, обратись к нашим болельщикам, зрителям. Я знаю, что тебя очень сильно любят фанаты нашего клуба, просто обожают, как капитана своего. Можешь обратиться к нашим болельщикам, либо вообще в целом футболистам молодым, которые нас смотрят. Я знаю, что тебя очень сильно любят и юные фанаты. Что ты им скажешь вообще? Болельщикам сначала хочу сказать огромное спасибо за вашу поддержку. Мы это все чувствуем. Мы стараемся каждую игру выкладываться на 100%. Вы нам даете огромную силу на футбольном поле. Мы играем за вас. Без вас было бы очень трудно. Дай бог, что в этом году мы добьемся больших результатов. Я в лице команды обещаю, что будем все возможное, что у нас в руках. Постараемся сделать, чтобы в этом году сделать дубль. Это чемпионство и кубок. Молодым футболистам хочу тоже сказать большое спасибо за вашу поддержку, за веру в меня. Вам я желаю любить футбол, если есть мечта, к ней идти и добиваться то, что вы хотите. Я думаю, у всех все получится. Вам огромное спасибо за приглашение. Очень рад находиться здесь с вами. Было очень приятно и классно. Спасибо вам большое. Саш, тебе спасибо большое, что нашел время. И, конечно, удачи в сборной. Впереди ответственные игры. Главное, без травм. Чтобы все ребята вернулись обратно в свои клубы в хорошем функциональном состоянии, потому что для футболиста самое ужасное — это травмы. И удачи там. Будем смотреть, переживать, болеть. Спасибо. Все, спасибо большое. Друзья, это был очередной выпуск проекта подкастов на нашем канале Дордой ТВ. Будем продолжать. У нас перерыв, поэтому будем потихоньку разгоняться. С нами был сегодня Саня Мищенко. С вами спасибо большое. И Тенгирбек Мусаев. А меня зовут Бексом Салиев. Всем пока. Бақыт эми мен үчүн эң чоң бақыт бул балдарымдын бақыты.
Мен үчүн бактылык бул стабильность да. Счастье — это когда рядом близкие, да, никто не болеет. Сен мындай кичинекей эле көңүлү кылып койсо эле аял заты сүйүнүп эметип калат да, кандай десем. Я думаю, в первую очередь женщинам нужно думать о себе. Любой бактылуу болот болуш керек.